Однажды у меня был такой случай, что я немножко опоздала в собрание, вбежала буквально 3-4 минуты оставалось до начала собрания. Я вбежала и, знаете, так в попыхах села и подумала, мое место никто не занял, странно. То есть как бы я вроде уже могла и не прийти, но мое место никто не занял. И я повернулась, посмотрела по сторонам и увидела, что многие братья и сестры сидят как бы на своих местах. То есть вот знаете, я не знаю, есть ли у вас места свои как бы в церкви, но вот у меня как бы, у нас есть, у нас третий ряд спереди, средний такой, семья Карповичей садится, и как бы многие не занимают эти места. И вы знаете, я когда шла домой, мне позже уже не стало покоя, я просто стала спрашивать у Бога: Господи, вот я свое место в церкви знаю, я знаю, где сажусь, а какое место в теле Господнем занимаю? Стала спрашивать у Бога: Господи, что могу делать? Потому что вот просто покой потеряла. Когда в тому времени мне уже было 28 лет, у нас с мужем было 4 деток, дочь мы первую удочерили, ей было 2,5 года, потом 3 мальчиков-погодок. Ну и как бы мы были открыты и усыновлять, и рожать, и как бы не было у нас к этому никаких препятствий. Но вдруг, знаете, вот у меня как будто Бог стал стучаться в мое сердце. И я верю, что, знаете, моя вся жизнь, она была такой, что я как бы перед Богом приходила в своей какой-то сильной стороне. Вот неплохо пою, Господи, давай буду петь. Неплохо с детьми лажу, пойду учителем воскресной школы. Ну что могла, делала, да. А Богу, я вижу, иногда нужно, чтобы мы приходили от своих слабостей, от своих недостатков. Когда мы приходим, склоняемся и говорим: Господи, вот я ничего не могу без Тебя, я не могу без Тебя. Пожалуйста, может быть, Ты что-то можешь сделать для славы Твоей, чтобы никогда мне не возгордиться, не забыться, чтобы всегда помнить, как Ты меня вооружил, как Ты дал возможность или способность какую-то новую. И знаете, возможно, если бы я была в другом состоянии, я не поняла бы слова, которое мне было. Было простое слово: «Пойди в больницу». При этом я точно знала, куда и что делать. И я помню, я такая, вы знаете, на крыльях домой, мужу рассказываю, говорю: ты знаешь, Бог посетил, я точно знаю, что нужно делать. Но было просто такое вот слово: «Пойди в больницу». Но я точно знаю, что это к сиротам. Вы знаете, как будто внутри меня сложилась картинка из пазлов в одну секунду. И мы рассудили, решили, что левая рука не будет знать, что делает правая. И долгое время я просто приходила в больницу, в роддом, приносила детям бутылочки, пустышки, подгузники от нашей семьи. И пока однажды я не переодевала ребенка и не подумала: неужели Бог в своей великой милости позаботился о сиротах только в маленьком городке города Дзержинска. Это маленький незаметный городок недалеко от Минска, 38 тысяч. Но, может быть, есть другие сестры и братья, которые бы захотели тоже ходить в свои от поместных церквей, ходить в свои больницы, детские дома, социальные приюты. И в 2007 году появилось служение благотворения с простого вопроса: Господи, что могу делать? Я подошла к пастору, он благословил, и мы стали ездить по церквям. И вот на сегодняшний день это 28 команд, 254 человека. На каждый день у нас на попечении 440 детей, 442, если быть точным. Уход за детьми в больницах – это ежедневный уход. Социальные приюты, детские дома, кризисные семьи раз в неделю. И в воскресенье обязательно 78 детей посещают воскресную школу. Мы также работаем с сиротами 65+. Это люди, которые родились сиротами, выросли сиротами и состарились сиротами. Мы иногда думаем, знаете, что сиротство – это какой-то возраст, это какой-то, знаете, до определенного возраста. На самом деле это положение, это скорбь, которая ничем не обезболится, ни ибупрофеном, ни аспирином. Это состояние скорби, которое не имеет ни начала, ни конца. Когда ты в своем одиночестве, кроме кровати и тумбочки, не имеешь больше в жизни ничего. И самым большим плодом является в служении у нас это 920 усыновлений. Это дети, которые не просто приняты в семьи, это не приемные семьи, не детские дома семейного типа, а именно верующими людьми. Принято 920 детей
на фамилию отцов, они носят фамилию отцов, они являются наследниками не просто земных каких-то благ, но я верю и Царствия Божьего. За 18 лет многие уже создали свои семьи, приняли крещение, стали членами церкви, многие подрастают. И у нас есть база, которую мы 11 лет проводили в ней программы. Команды каждую неделю приходят к детям-сиротам, но раз в год, это круглогодичный проект, они имеют возможность вывести на 10-12 дней, а сейчас по законодательству новому на 15 дней, привести детей как бы в такую программу христианскую, называется «Альтернативный досуг», в каникулярное время. И дети приезжают, и это как бы усугубляет влияние на них. И многие дети, вот у нас, когда 6-8 раз приезжают, они просто становятся христианами, достигают 18 лет. Но знаете, что интересно, что работа с сиротами для Первоапостольской церкви никогда для церкви не была это новой. Первая апостольская церковь, она имела опыт уже работы с сиротами. Есть хронология такая историческая, где говорится, что во времена уже гонения, когда Римская империя уже возвышалась, и христианам было действительно нелегко, у них как бы славилось здоровье и красота. И если ребенок в Римской империи у кого-то из граждан рождался недостаточно красив или, может быть, с особенностями, то история говорит, что они выносили таких детей на улицу за стан, именно в высокое солнце в полдень оставляли на солнцепёке, и дети погибали. И в этой истории говорится о том, что Первоапостольская церковь ходила и собирала этих детей. Это послужило потом прототипами как бы таких коммунного воспитания, не детских домов, не социальных приютов, а коммунного воспитания, потому что у них было все общее. И дети, им было нелегко, у них не было блага, были сами, возможно, с многодетными семьями, но тем самым они еще вмещали и спасали вот этих деток. И знаете, очень часто я слышу, что люди говорят, когда подходят и говорят, знаешь, это должно быть особенное сердце. Вот вам Бог дал такое особенное сердце, и поэтому вот как бы вы слушаете сироту. Мы на самом деле не служим сиротам, мы служим Богу, являемся просто инструментом. И каждый может являться инструментом в своем деле.